Территория тьмы на этом перекрестке на улице Бекбалоева в Аше протянулась почти на 2 километра. Если соседние улицы и придомовые участки хоть как-то освещены, то здесь царит кромешная тьма. Уличное освещение отсутствует здесь почти четверть века. Свет, где-то 93 жылдан бері. На нашей улице нет света с 93-го года прошлого столетия. Приходится проводить в соседние улицы. Там есть освещение, а мы остались, как говорится, на богом забытой территории. Свет жоқ, да? Вот эта улица наша, вот, она почти не освещена. Тут дети бегают. Тут у нас вот машины, дети бегают. Желательно, конечно, осветить. По злочастному отрезку дороги водителям приходится ехать на низкой скорости. Кроме того, отсутствие света создает жителям дополнительные проблемы. Некоторые в потемках не доходят до мусорных баков и оставляют отходы либо у дороги, либо выбрасывают мимо мусорных контейнеров. Но чаще всего мусор просто сжигают. Амбре, шлейф неприятного запаха, зависает в воздухе на несколько дней. Мусор остается прямо на улицах. Люди просто не доносят его до баков, в связи с чем развелось много собак. Дети боятся выходить на улицу. А из-за несвоевременного вывоза мусора по всему району разлетаются остатки пакетов и бумаг. В мэрии южной столицы признают, освещение внутренних улиц действительно отсутствует в меньшей половине города. Хотя только в прошлом году в 640 домах были установлены фонари, освещено около 9000 километров центральных дорог. Полностью решить проблему местные власти обещают к 2020 году, согласно программе развития города. Мы сделали калькуляцию тех домов и улиц, которые еще не освещены. Сумма составила 168 миллионов сомов. В этом году мы постараемся провести освещение на 20 миллионов. Основные 3 центральные улицы – Масалиева, Курманджан-Датки и Разакова – уже закончены. Теперь займемся второстепенными улицами. Из года в год мы постараемся охватить весь город. А это частный сектор, буквально в 2 шагах центральной улицы имени Курманджан-Датки. Мусор может лежать здесь по несколько дней. И виноваты в этом не городские жители, а недобросовестные коммунальщики, которые вывозят мусор раз в 3 дня. Хотя в южной столице работы по очистке города в рамках проекта «Чистая жизнь» уже начаты. Мы запланировали работы на 3 месяца поэтапно. В первую очередь очистка города от мусора, затем посадка цветов и саженцев, покраска фасадов зданий и побелка деревьев. К недобросовестным обслуживающим организациям будет применен административный штраф. Остается надеяться, что начатые работы по очистке городских улиц, арочных сетей, парков и скверов, освещению в местах отдыха в ближайшее время будут завершены. Санитарному состоянию и благоустройству городских улиц будет уделено должное внимание, за которое в ответе в том числе и каждый житель южной столицы. Наргиза Джурабекова, Акжол Айбашев, Общественный первый канал, Ош.